Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам цыганский расклад на декабрь для стрельцов, отношения и любовь. Посмотрим, что ждет в отношениях в этом месяце, какие события будут. И в центре событий шестерка пиковая. Эта карта говорит о том, что будут какие-то значимые достижения, ради которых вы потратили очень много уже сил. Возможно, вы долгое время к чему-то шли очень важному. И вот в этом месяце как раз будет результат того, во что вы вкладывались. Будет такая хорошая стабильность, практичность в отношениях, устойчивое очень положение. То есть вот как раз то, чего вы хотели, чтобы ваши отношения были защищены, чтобы они были прочные. Вот в этом месяце как раз может получиться. Кроме того, эта карта говорит еще и о том, что, возможно, были до этого какие-то испытания у вас в паре, и вот сейчас вы как раз преодолели их, и у вас начинается период любви, период настоящей близости, открытости. То есть это, конечно, замечательные возможности для того, чтобы построить прекрасные отношения, для того, чтобы построить крепкую семью, для того, чтобы построить доверие. В общем, все, что вы хотите в отношениях добиться, вот с декабря начиная, все будет получаться и еще будет больше увеличиваться. Самое главное, от чего предостерегает карта, это от эгоизма. То есть обязательно нужно, чтобы удовлетворялись желания обоих партнеров. Нельзя, чтобы один над другим возвышался, как-то использовал свою власть или подавлял. Здесь уже, конечно же, будут проблемы. То есть только равноправие. Что еще можно сказать по этой карте? Может быть, будут решаться вопросы закона. Любого характера события, связанные с законом, это могут быть, допустим, у кого-то разводы, да, или какие-то дела в суде, которые касаются, может быть, прошлых отношений. В общем, все, что связано с законом, все, что связано с властью, будет решаться в этом году, в этом месяце. Можно сказать еще, что события могут происходить довольно-таки неожиданно. Может быть, даже событие, которого вы хотели, но уже не чаяли получить, да, оно вдруг происходит в этом месяце. Кроме того, могут быть еще и какие-то важные события у одного из партнеров, связанные с деятельностью, связанные с личностным ростом, какие-то достижения в личном плане, что тоже будет влиять на ваши отношения. Для тех, кто ищет партнера, есть возможность действительно встретить человека для прочных отношений. Но нужно сразу настраиваться на то при выборе, что этот человек должен быть серьезный, стабильный, уравновешенный, чтобы вот действительно можно было на него положиться, чтобы можно было строить именно долгие отношения. Есть также помехи этому, да, вот у нас в позицию, что может помешать этому событию, выпадает шестерка трефовая. И здесь у нас как бы такой расклад. Либо мы можем настраиваться на то, что в отношениях будут испытания, да, либо мы будем настраиваться на то, что при любой сложности мы прекратим отношения, да, и тогда ничего устойчивого и долгого не получится. Либо эта карта говорит еще о том, что сама жизнь может вмешаться и какие-то отношения прекратить. Вот здесь вот только это может быть. Либо, может быть, любые ситуации, связанные там, с судьбой, с кармой, да, то есть когда у нас происходят какие-то очень важные, значимые события, которые мы не в силах отменить, на которые не можем повлиять, вот они могут отменить вот эту шестерку пиковую. Но это, конечно же, не для всех, да, здесь вот, в принципе, помешать этому не может ничто, если это не какое-то прям критическое стечение обстоятельств. То есть здесь, в принципе, вы можете вполне наслаждаться жизнью своей вдвоем с партнером. Единственное, что не думать о плохом, не думать
Бывает так, что, допустим, какая-то ситуация происходит негативная, ну, какой-то разлад, какая-то ссора, и один из партнеров, допустим, привык сразу там хвататься за вещи, да, и уходить, или, допустим, говорить: все, мы больше не вместе, давай разводиться или давай расходиться, что-то такое, да. Вот только это может помешать, когда нет терпения, когда нет желания бороться до конца, да, и выстраивать отношения до тех пор, пока они вот не будут такими, какие вас устраивают. А так, в принципе, ничего больше не может помешать, потому что шестерка пиковая – это карта заслуженного успеха. То есть вы уже много вложили, вы уже много сделали для того, чтобы получить вот этот прекрасный результат. Все зависит от ваших предыдущих шагов. Поэтому очень сложно на это повлиять, если только судьба не вмешается. Давайте посмотрим, что вы чувствуете, когда вот эти события происходят в декабре. В эту позицию выпадает карта туз пиковый, и она говорит о том, что вы чувствуете, что вы уважаете себя, вам хорошо, комфортно, вы доверять себе можете. У вас ощущение того, что вы как будто поднялись на новую ступеньку в жизни. Кроме того, вы чувствуете, что вот вокруг вас начинает все как-то складываться, строиться, что вы как будто бы центр жизни, центр событий, что вы способны повлиять на все, вы можете позаботиться как о людях, так и о своем материальном окружении, да, что вы способны заработать любые деньги, вы способны наладить отношения, в общем, все способны создать по своему идеалу. Давайте посмотрим, как события будут развиваться в течение месяца. В эту позицию выпадает девятка трефовая, которая говорит о том, что события могут идти как бы не всегда так, как нам хотелось. Может быть, будет иногда какой-то обман, да, то есть, может быть, обман даже мы сами, может быть, себя обманываем. Допустим, мы хотели одного, получаем другое. Или, допустим, все в реальности так, а мы себе строим иллюзии какие-то. Кроме того, эта карта говорит о том, что не всегда и вы будете перед партнером как бы честным, да, то есть не всегда вы будете говорить то, что думаете, то, что чувствуете. И с партнером может быть то же самое. То есть и эта карта говорит о том, что какие-то мелкие, как сказать, в общем, когда мы не хотим что-то доверить другому человеку, это не всегда плохо. То есть иногда это необходимо. Может быть, человек еще не способен нас понять пока что вот именно так, как мы этого хотим. И нам приходится что-то скрывать о себе, допустим, да, или свои мысли какие-то, чтобы как бы не испортить отношения, да, или, может быть, просто понимая, что человек еще не способен это понять, осознать и так далее. То есть просто мы осознанно к этому относимся. То есть вот, может быть, так события будут происходить, что вам нужно будет где-то скрыть что-то. Либо ваш партнер будет что-то скрывать, и вам это нужно правильно понять. Может быть, ситуации могут быть обманчивые. Допустим, сегодня одна ситуация, а завтра совершенно противоположная. Или у человека, у какого-то одно поведение, а потом совершенно противоположное. И вы не знаете, какое из них настоящее, да, какое истинное. Или, допустим, ваш партнер сегодня там добрый, завтра злой, да, и вы не знаете, какой он на самом деле. То есть будет вот такое ощущение, что вы не понимаете своего окружения, вы не понимаете своего партнера, вы не понимаете себя, но события все равно идут своим чередом. Это мелочи, которые будут вот просто западать вам в память, но не очень-то будут влиять на события. Давайте посмотрим, что вы будете об этом думать. В эту позицию выпадает девятка пиковая. И она говорит о том, что думать вы будете о стабильности, безопасности, о благополучии вашей семьи. Вы будете стараться верить в себя, в своего партнера, в то, что обязательно ваши мечты вот по поводу ваших отношений, вашей семьи сбудутся обязательно.
Кроме того, вы будете думать о том, чтобы была у ваших отношений хорошая материальная база, чтобы вы были материально защищены, чтобы вы как-то практично подходили к вашему сотрудничеству, партнерству, да, то есть чтобы у вас во всем был такой трезвый расчет. Вот об этом вы думаете. Давайте посмотрим, чего вы ждете. В эту позицию выпадает валет червовый, и он говорит о том, что вы ждете доверия, верности от своего партнера, вы ждете помощи, защиты от него, ну и, конечно же, рассчитываете на такую длительную, настоящую дружбу, на чистую любовь, когда вы очень искренны друг с другом. Давайте посмотрим, как вы себя ведете, какое ваше поведение в декабре вот в отношениях. Шестерка червовая говорит о том, что вы очень романтично себя проявляете, вы испытываете действительно чувства очень такие возвышенные, да, и стараетесь их демонстрировать. То есть ваше поведение действительно очень правильное, поведение, которое создает как раз атмосферу в семье, которое делает приятными отношения и так далее. Кроме того, эта карта говорит о том, что вы рады тому, что вот то, что вы задумали, начинает реализовываться, и вы вот на таком подъеме находитесь. Вот такое ощущение, что у вас как бы все в порядке в жизни, и так оно и будет. И ваш партнер вас видит как девятку червовую, то есть это человека, который очень быстро развивается, человека, который говорит какие-то важные вещи ему, да? Человека, который постоянно готов к новому, готов к росту, готов к переговорам, готов как бы не только на себя брать инициативу, да, но и делиться. Кроме того, эта карта говорит о том, что человек хочет с вами узаконить отношения, если они еще не узаконены, да, он хочет, чтобы все было как бы твердо, четко, стабильно, и потому что он вас уважает, потому что он действительно видит в ваших отношениях что-то стоящее. Страхи и опасения, которые в декабре все-таки остаются, выпадают в эту позицию туз трефовый, и эта карта говорит о том, что есть какие-то опасения в том, что будут долгие отношения, да, что вам кажется, что партнерство может разрушиться, да, что оно недолго, что счастье закончится, может, то есть у вас вот такие могут быть страхи и опасения. Кроме того, у вас есть опасения по поводу материального положения тоже, что оно может, допустим, не быть стабильным, да, что могут быть трудности, то есть об этом вы тоже можете думать. Ну и также какие-то страхи по поводу закона, может быть, каких-то судебных дел, подписания каких-то бумаг. То есть вот что-то вас беспокоит еще из этой сферы. А чем закончится месяц? В эту позицию выпадает туз червовый. Эта карта говорит о том, что месяц закончится очень успешно. Все, что вы хотели, все получится. То есть вот будет настолько идеальное соответствие, да, вот все ваши планы будут реализовываться, самые важные цели будут действительно осуществляться. Будет такая активность в вашем окружении, то есть вас будут уважать, вас будут хвалить, может быть, это будет какой-то праздник, торжество, когда вот соберутся все близкие, родные, да, и будет очень много сказано слов, как бы ваш адрес, да, какой вы человек ответственный, какой вы человек разумный, активный, вот как вы создали вокруг себя вот этот мир прекрасный, да, что вот все как бы под вашей рукой становится лучше и так далее. То есть вот эта карта говорит как раз о том, что будет очень много приятных минут, связанных с тем, чего вы достигли. Давайте посмотрим, чего не хватает вам в этом месяце. Достанем карту из колоды, еще одну. Достаем десятку пиковую. И она говорит о том, что вам не хватает
может быть, перемен, может быть, вам не хватает новых впечатлений, каких-то путешествий, дорог, новых людей. Или, может быть, вам не хватает каких-то новых возможностей, перспектив, может быть, каких-то далеко идущих планов. И карты предлагают вам об этом подумать, да, для того, чтобы вы вот были действительно наполнены так, как нужно, да, чтобы все энергии были необходимые для вас. Вот нужно еще этот пункт в своей жизни привести в исполнение. Давайте посмотрим, какой совет дают карты на декабрь стрельцам. Выпадает в эту позицию дама трефовая. И эта карта говорит о том, что не нужно быть все время там добренькой там, или добреньким, угождать. Не нужно ни в коем случае быть человеком, который, ну, на котором ездят, да, то есть нужно иногда и как бы удар ответный нанести, да, иногда нужно там схитрить, допустим, когда этого требует ситуация, нужно быть мудрым человеком, действовать по обстоятельствам. Кроме того, эта карта говорит о том, что нужно обязательно быть осторожным. Все-таки, видимо, у вас есть вот в этом месяце такое состояние эйфории, когда кажется, что все люди вокруг вас такие милые, добрые, приятные, да, и что ничего плохого вам никто сделать не хочет. Вот, и эта карта говорит о том, что вы заблуждаетесь, все-таки есть люди, которые могут вам позавидовать, как-то вмешаться в вашу жизнь. Поэтому нужно быть в таких случаях твердой, прямо все говорить, да, нужно защищать себя, защищать свои отношения и так далее. Теперь посмотрим, какой антисовет нам дают карты. В эту позицию выпадает десятка трефовая, и она говорит о том, что не нужно быть, может быть, слишком сильными, не нужно власть свою проявлять слишком, особенно вот в отношениях, да, то есть, может быть, не нужно слишком много заботиться, слишком уж покровительствовать своему близкому человеку, потому что это может, ну, как бы, обернуться вам во вред. То есть нужно дозированно вот давать свою помощь, дозированно как-то проявлять